Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного серьезным разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой, в которой можно было заметить форму железнодорожника. Кто он, Швейк? Литературный герой, роман «Похождение бравого солдата Швейка». Это выдающееся произведение блестящего мастера политической сатиры Ярослава Гашека. Знаменитый чешский писатель оставил в истории Бугульмы глубокий след, так же, как и бугульминский период оставил яркий след в жизни и творчестве Ярослава Гашека. По возвращению в Чехию писатель опубликовал в марте 1921 года цикл рассказов о своей жизни в Бугульме. Заметим, что это единственный цикл литературных произведений, созданный на основе материалов о советской России в годы Гражданской войны. Вот так на одном вечере художественной самодеятельности Ярослав Гашек, застенчиво улыбаясь, попросил разрешения рассказать одну историю. Он уселся на табуретку и приступил к рассказу. Лицо рассказчика приняло смешанное выражение простоты и лукавства, глуповатого добродушия и тонкого ума. Перед нами сидел, потирая ревматические колени, Швейк, тот самый бравый солдат Швейк, которого теперь знает весь мир, а тогда не знал еще почти никто. В присущей ему манере с бесчисленными подробностями и отступлениями он рассказывал про то, как встречался в трактире у чаши с агентом тайной полиции, как тот отвел его в полицейское управление, как началась война, какие приключения он пережил. Бравый солдат Швейк. Гашек пробыл в Бугульме около 2,5 месяцев, но этот город оставил глубокий след в памяти и сознании писателя. В Бугульме на карте мало места, но много в сердце моем. 15 января 1966 года в здании бывшей военной комендатуры Бугульмы был открыт единственный в России литературный мемориальный музей Ярослава Гашека. На здании установлена памятная доска, свидетельствующая о том, что в этом доме осенью 1918 года работал автор знаменитых похождений бравого солдата Швейка.